ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Дорогие мои, сегодня мы будем говорить о важной теме в жизни мусульманина. Это очень важная тема, о которой должен размышлять и никогда не забывать каждый мусульманин. Тема эта касается нашего жизненного конца. Какой конец жизни пожелает для меня Всевышний Аллах? В каком образе я встречусь со Всевышним Аллахом? Будет ли мой конец счастливым, благим? Одарит ли меня Всевышний тауфиком покаяться и обратиться к Нему, улучшить мои взаимоотношения с Аллахом, улучшить мои взаимоотношения между Аллахом и между людьми? В таком положении ли покинет моя душа тело, или же защитит Аллах от этого будет все иначе? Сегодня, дорогие мои, мы будем говорить о благом конце. Как же мы нуждаемся в придании сильного значения этой теме, дорогие мои? Мы очень много воочию видим, как люди умирают внезапно. В наши дни человека настигает внезапная смерть. Внезапных смертей много, и это есть признак судного дня, как об этом поведано в хадисах. Как же мы в этом нуждаемся, о молодые! Сегодня обращение к молодым, которые обманываются долгой жизнью, здоровьем, силой. Нам крайне необходимо затронуть эту тему, о молодые, чтобы мы об этом не забывали. Мы ведь видим, как много молодых в наше время переходят в мир иной. Среди 50 сообщений о смерти мы замечаем молодых юношей или девушек. Сейчас в мечети 2 умирающих молодых человека, да смилуется над ними Аллах. Извещение об их смерти висит у двери мечети. Дорогие мои, как-то я совершал намаз у брата по вере, и после намаза ко мне подошел человек, спросил о махре, сказал, что у девушки умер муж. Нужно ли требовать выплату махра у родителей покойного, или не нужно, и каков будет размер махра? Я спросил, сколько лет было человеку, который умер. Он ответил, 23 года. Аллах забрал его душу через 3 месяца после бракосочетания. То, что меня вынудило прочитать эту проповедь и посвятить ее особенно молодым, это история, которую мне рассказал хатиб одной из мечетей Дамаска. Послушайте, о молодые. Этот имам мне сказал, что он увидел 3 молодых людей от 25 до 39 лет. Они постоянно стали приходить на коллективный намаз, но толком не знали, как совершать намаз. Он заметил, что они начинающие. Имам завел с ними разговор после вечерней молитвы, чтобы познакомиться с ними, обучить их правильному совершению намаза. Он их спросил, что вас заставило приходить в мечеть? Я вижу, как вы несколько дней стабильно стали приходить. Они ответили, с нами произошел очень удивительный случай. Вкратце говоря, у нас был друг, наш ровесник, такой же молодой, ему было 24 года. Мы были хорошими друзьями, однако не шли по пути Аллаха. Наша дружба была не ради Аллаха, а ради грехов. И в одну из ночей к одному из нас поступил звонок на телефон от мобильника друга. Ответили на звонок, а на том конце телефона был женский голос. Она спросила, ты такой-то? Я ответил, да, знаешь ли такого? Я ответил, да, это мой друг. Потом она сказала, он в тяжелом положении, в таком-то месте, приезжайте к нему. Мы отправились на это место, и это место было местом, где занимаются развратом. Нам открыли дверь, провели в последнюю комнату, и там в постели лежал голый наш друг, который умер, совершая прелюбодеяние. Умер, совершая зина, и это стало причиной покаяния этих молодых.
Да смилуется Аллах над ним. Однако, дорогие мои, это очень и очень опасное дело, потому что в судный день человека воскресят так, как он умер. Поэтому Всевышний Аллах нам повелел, и достойные алимы нам говорят, чтобы мы просили: Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь. Пророк, алейхиссаляту вассалям, читал следующее дуа, как об этом рассказывает Умму Салама, да будет доволен ею Аллах. Она сказала, что в большинстве случаев он читал это дуа. «О изменяющий состояние сердец, укрепи сердце мое в Твоей религии». И это мольба посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. «О изменяющий состояние сердец, укрепи сердце мое в Твоей религии». Умму Салама спросила: почему ты так много читаешь именно это дуа? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «О Умму Салама, поистине сердца находятся во власти милостивого, и он ворочает ими, как пожелает». Да направит Аллах наши сердца на поклонение и любовь ко Всевышнему. Признаком судного дня считается, что человек утром будет верующим, а вечером станет неверным. И когда вечером будет он верующим, а утром неверным, продающим свою религию за мирские блага. О изменяющий состояние сердец, укрепи сердце мое в Твоей религии. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал такое дуа: «О Аллах, сделай лучшие из моих дел завершающими, и лучший день днем, в котором встречусь с Тобой, о милостивый и милосердный». Каждый день, каждый совершающий намаз в течение дня, вы просите словами: «О Аллах, веди нас путем праведным». То есть: «О Аллах, укрепи меня на верном пути до тех пор, пока встречусь с Тобой, и чтобы Ты был мною доволен, о Господь миров». Дорогие мои, нельзя забывать, что очень важное и опасное дело. Мы слышали, как пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил в хадисе, который передал имам Аль-Бухари: «Поистине, любой из вас может совершать благие дела до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, и тогда сбудется записанное ему, и станет он совершать дела обитателей огня. И точно так же любой из вас может совершать дурное, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, и тогда сбудется записанное ему, и станет он совершать дела обитателей рая». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда Аллах желает блага для своего раба, то внушает ему сотворить благое, и в таком положении забирает его душу». Аллах внушает благие дела, когда желает для тебя блага, а затем, совершая благое, забирается душа. Дорогие мои, в мечети, в которой я читал проповедь, мне рассказали о человеке, который совершал пятничный намаз в мечети, и я его знаю, но он не совершал все намазы в мечети с джамаатом. И в один из дней Аллах его пробудил на утренний намаз. В пятничный день он пришел в мечеть на утренний намаз, и люди были удивлены, видя его. Аллах его пробудил и внушил ему отправиться в мечеть на утренний намаз. Когда он совершал ратибат суннат намаз, который лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть, совершая этот намаз, он очень долго находился в земном поклоне. А когда люди его пошевелили, оказалось, что он мертв. Он обычно не ходил в мечеть на намаз, а на утренний намаз тем более. Также был еще другой случай. Как-то принесли джаназу в мечеть, в которой я становился имамом в намазе. Молодой 20-летний юноша плакал, рыдал. Я подошел к нему, сказал:
«Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун». «Прояви терпение, о брат, кем приходится тебе покойный?» Он ответил: «Это мой отец». Я знаю, что этот юноша бывает на джамаат намазе, и говорю ему: «Побойся Аллаха, это испытание, прояви терпение. Не то заслужишь 2 горя, потерю отца и потерю награды за терпение». И он мне ответил: «Валлахи, я не плачу из-за смерти отца, я плачу из-за его отношения с Аллахом. Сегодня мой отец впервые в жизни зашел в мечеть. Никогда он не посещал ни пятничную молитву, ни коллективную. Сравните эту смерть и ту смерть». Дорогие мои, хорошая смерть — это милость от Всевышнего Аллаха. Сердца людей находятся во власти Аллаха. Книги по сире, жизнеописанию пророка, алейхиссаляту вассалям, рассказывают нам о человеке, может быть, вы слышали о нем. В один из дней он был верующим, стал сподвижником, его имя Убайдулла ибн Джахш. Этот человек уверовал в посланника Аллаха. Его женой была Рамля, дочь Абу Суфьяна. Из-за вреда, которое наносили мусульманам по велению пророка, алейхиссаляту вассалям, он отправился в Эфиопию, а там жили христиане. Увидев их религию, он принял христианство и умер христианином. После его смерти на его жене женился посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и она стала матерью правоверных. Дорогие мои, человек, который был царем жителей Эфиопии, был христианином, а умер мусульманином. И пророк, алейхиссаляту вассалям, находясь вдалеке, совершил за ним заупокойную молитву. Дорогие мои, нам нужно знать, что Аллах един, и что только Он каждому индивидууму выбирает подходящую ему смерть. Аллах выбирает, каким будет конец, и поэтому нам искренне нужно просить: «О изменяющий состояние сердец, укрепи сердце мое в Твоей религии». Да сделает Аллах наши благие дела нашим концом и самый лучший наш день, днем, когда мы встретимся с Ним. Аллах является тем, кто выбирает подходящую смерть для своего раба. И нам нужно знать, что человек в судный день воскреснет на том, на чем он умер. Какое состояние у него было при смерти, в таком состоянии он и воскреснет. Шахид воскреснет как шахид, цвет крови будет похожим на кровь, а пахнуть будет как миск. Да сделает нас Аллах шахидами на Его пути. Дорогие мои, мы расскажем некоторые случаи смерти любимых рабов Аллаха. Смерть пророка, алейхиссаляту вассалям. Он заболел и просил у Аллаха защиты от внезапной смерти. Немного дней пророк, алейхиссаляту вассалям, болел, и за несколько мгновений до смерти он взял сивак, очистил полость рта. После того, как сивак смягчила для него своей слюной наша госпожа Айша, да будет доволен ею Аллах. Потом пророк, алейхиссаляту вассалям, освободил свои руки из рук Айши и сказал: «Теперь я хочу уйти к Рафикуль А'ля, наивысшему другу Всевышнему». И госпожа Фатима сказала: «Какая горесть, какая печаль, о отец!» Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ей ответил: «Нет горести отцу твоему после сегодняшнего дня». Можем ли мы так сказать, дорогие мои? Нет горести после сегодняшнего дня. Будет ли наш конец счастливым и хорошим? Будем ли мы довольны Всевышним, и Всевышний доволен нами? Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сподвижник пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда он был при смерти, Асма прочитала стих: «Клянусь, богатство не вернет молодости, когда сожмется грудь, и ты издашь предсмертный хрип». Услышав это, Абу Бакр сказал: «Это не то. Читай лучше: наступит истинно предсмертное беспамятство, и будет сказано:
настала смерть, которую ты пытался избежать. Что касается Умара аль-Фарука, послушайте, что говорил наш господин Умар при жизни. Он, читая дуа, говорил: «О Аллах, даруй мне мученическую смерть на Твоем пути в городе Твоего пророка». Рядом находившиеся сподвижники ему сказали: «Как Аллах тебя почтит мученической смертью в городе нашего пророка, алейхиссаляту вассалям? Ведь многие сражения, битвы проходят вне Медины». И Умар сказал: «Аллах так сделает, если пожелает. О Аллах, даруй мне мученическую смерть на Твоем пути в городе Твоего пророка». Прошли дни, и Аллах ответил мольбе Умара. Всевышний даровал ему благой конец. Он умер шахидом в михрабе посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, совершая утренний намаз. Да будет доволен им Аллах. Благой конец. Нам нельзя об этом забывать, дорогие мои. Об Усмане ибн Аффане книги по сире нам рассказывают, что в последнюю ночь своей жизни он увидел пророка, алейхиссаляту вассалям, и он ему сказал: «Что ты думаешь по поводу разговения завтра вместе с нами?» Когда Усман утром встал, он сделал намерение соблюдать пост, скупался, надел самую лучшую одежду. Он был уверен, что встретится с пророком, алейхиссаляту вассалям, вечером. И в тот день проклятый убил Усмана. Чистая кровь Усмана пролилась на Коран, который он читал. Дорогие мои, наш господин, пятый халиф Умар ибн Абдуль-Азиз, когда он лежал в постели при смерти, его жена сказала: «Я почувствовала такой запах, который не чувствовала никогда прежде, очень прекрасный». И посмотрела на Умара, а он улыбался. «Будешь ли ты улыбаться при смерти?» Он улыбался и прочитал слова Аллаха: «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных», а затем умер. Дорогие мои, это пример смерти наших праведных предков. Может быть, некоторые про себя думают: «Ну, эти люди, они сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, табиуны. А что касается нас, то нет нам спасения». Дорогие мои, в наше время тоже есть люди, кому Аллах предопределил счастливый и благой конец. Один из праведников, один из проповедников Египта, известный среди алимов и студентов шариатских знаний, был слепым. И в последний день своей жизни, это был пятничный день, он искупался, надел новую одежду, нанес благовоние и отправился в мечеть, чтобы прочитать людям проповедь. И когда он совершал суннат намаз, который совершается прежде, чем подняться на минбар, совершая земной поклон, он умер. Мы просим у Аллаха благой конец для нас, дорогие мои. Имам Шаарави, известный толкователь Корана, при смерти, в последнем мгновении своей жизни, он встал, хотя вставать не мог. Встал, сел на кровать и сказал: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям», и умер. Да одарит нас Аллах благим концом, дорогие мои. Рассказывают о шейхе Мухаммаде Газали. Он был алимом, нашим современником, читал лекцию о посланнике Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в городе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и умер, читая лекцию о пророке,
саллаллаху алейхи вассалям, а похоронен был в Медине на кладбище Бакы. Похоронен вместе с тысячами сподвижников, и те, кто его хоронили, сказали: мы не нашли места его похоронить, кроме как между Анасом ибн Маликом и Ибрахимом, сыном посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Да дарует нам Аллах благой конец. Аминь.